Херлакич, скажи, пожалуйста, какую ты музыку слушаешь? Херликиш, мен бик яратам хип-хоп музыканы тыңларга. Ләкин калган ел мен татар музыканы гына тыңлыйм. Хәзер мин могу Яндексны ачырга, күрсәтергә. Анда минем яраткан кем бар? Зарина, беләсезме юк? Альфия Авзалова, беләсезме Альфия Авзалова? Аннан соң Ильхам Шакиров, Алия Карашурина. Менә шуларны бик яратам тыңларга. Круто. А какие, может быть, 3 книги, которые тебя вдохновили? Первая книга, которую я вообще прочитал и вдохновила меня читать, это «451 градус по Фаренгейту». Одна из моих, наверное, любимых книг — это «Мы» Замятин. Последняя книга, которую я читал, это «Авиатор» Водолазкин. Человек, который в Советском Союзе его заморозили, а потом он проснулся в 90-е и мирился с нынешними обстоятельствами. Привет, скажи, пожалуйста, кем ты вдохновляешься? Меня вдохновляет не что-то конкретное, а скорее сами концепты. Например, меня вдохновляет будущее и тема будущего. Мне в целом интересно, где буду я, где будет мир, и где будет, главное, наш народ через 50, через 100 лет. Вот. И поэтому я считаю, всем важно сохранять идентичность. То есть меня вдохновляет сама идея вот этого татарского единства. Вот, например, в штаб татар мы приходим, есть люди абсолютно разные, они с разных городов, с разных субъектов, с разных вузов, с разных направлений, у всех разные желания, мечты, взгляды на мир. Но у нас есть что-то, что нас всех объединяет. И вот это единение, оно меня и вдохновляет. И особенно то, чем это может стать в будущем. Поэтому мне хочется, чтобы эта идентичность, она сохранилась и через 50, и через 100 лет. У тебя прическа, как у Месси? Ты им вдохновляешься? Да. Ну, Месси — это мой любимый футболист, да. А кем еще по жизни вдохновляешься? Собой. Не знаю, мамой. Да и все, наверное. А какими-то, возможно, знаменитостями еще? У меня нет такого, что я хотел бы кому-то подражать и замениться. Ну, как будто бы у каждого своя жизнь, вот, и поэтому каждый по-своему живет, нет такого. Есть люди, которые заслуживают какого-то уважения и признательности, вот, но пародировать им я бы не хотел. Вот. А про книги? Книги я читаю, если я читаю, что это только что-то по работе, вот. Литературу художественную не читаю, к сожалению. Салям, скажи, пожалуйста, кем ты вдохновляешься? Ну, в принципе, меня очень вдохновляет музыка, так как я занимаюсь музыкой уже с детства, и в том числе это народные татарские, народные башкирские песни, так как я наполовину татарка, наполовину башкирка. Это меня очень вдохновляет. Также, в принципе, современные исполнители, которых, нельзя не отметить, они привносят какую-то свою, не знаю, новшество, но при этом сохраняют, то есть, допустим, есть какие-то новые исполнители, как на татарском, так и на русском, которые поют очень душевные песни, которым ты как-то, не знаю, сопереживаешь, и это очень приятно. Но также меня вдохновляет очень сильно искусство в общем. В принципе, я очень люблю посещать различные мероприятия, потому что это открывает твой кругозор, то есть, грубо говоря, здесь я очень рада, когда у меня появляется возможность сходить с друзьями в театр, в кино, это все, как-то превозносит, допустим, даже те литературные произведения, которые ты читал когда-то в школе, когда ты видишь их воспроизведение в театре, ты понимаешь, насколько люди могут по-разному понять преподнесенную информацию, это очень здорово. Назови, пожалуйста, лучшее мероприятие для молодежи сейчас проходящее в Москве. Наверное, назвать одно будет как-то тяжело, потому что, допустим, есть различные выставки в тех же Пушкинском музее, где проходят различные инсталляции, которые действительно очень интересны в том плане, что там, допустим, я ходила на выставку, где соединялось воедино, грубо говоря, какие-то классические стили барокко и классицизма вместе с неоклассикой, и все это соединено было в одной выставке, это как-то взрывало мозг. Вот, а именно для молодежи я не могу сказать, что всем интересно разное, и не все любят искусство, это определенно нормально. Я очень люблю посещать концерты, так что я не назову, наверное, одной какой-то площадки. Думаю,
Вообще, наверное, просто посетите центр, погуляйте, послушайте уличных музыкантов. Лично для меня это как какая-то отдушина. И обычно там видишь больше даже искренности, чем где-либо. Есть ли книга, которая тебя очень сильно вдохновляет? Есть книга «Опрокинутый горизонт». Она написана, надеюсь, Марк Леви, надеюсь, я не ошибаюсь, автором, потому что я читала где-то 2 года назад. Просто для меня она воспроизвела какое-то впечатление в том плане, что они описывали, как прогресс может повлиять на людей, но при этом мы обязаны сохранить какую-то искренность и нравственность нас. Ну, наверное, как-то так. Салям, скажи, пожалуйста, о чем ты мечтаешь? Мечтаю добиться всех своих целей в жизни своей, чтобы все, что вот наметилось на этот год, у меня получилось достичь. Вот. Ну, когда ставишь такие глобальные цели, наверное, ты кем-то вдохновляешься, если не секрет, то кем? Нет, это не такие глобальные цели, это скорее личные цели, и вдохновляюсь я... У меня нет таких вдохновителей, кумиров, скорее ориентируюсь, может, на своих родителей где-то. Вот. Супер. А что ты слушаешь из музыки? Много чего слушаю, русского, зарубежного, татарского. В основном это хип-хоп, рэп, альтернатива. А какие-то конкретные исполнители? JPEG Mafia, Kanye West. Ну, это вот из зарубежного, из российского. Из российского тяжелее. Пусть будет Твет, Джимбо. А из татарского? Из татарского мне нравятся ретро-песни старые, 80-е, 90-е. Например, Хайдар Бигичев, Цухра Сахабиева, если не ошибаюсь. Салям, скажи, пожалуйста, кем ты вдохновляешься? Для меня пример в жизни — это мой дедушка, который своим трудом и своим отношением к моей семье, к моей бабушке, к детям показал, как правильно устраивать семью, и вообще был для нашей семьи образцом для подражания, для жизни. Если ты находишь вдохновение, допустим, в массовой культуре, фильмах, книгах, какой бы ты там фильм посоветовал бы посмотреть? Мне нравится научная фантастика, но вот из последних, наверное, «Все везде и сразу», и там показывают о важности, возможности выбора человека, как каждое конкретное решение, принятое сейчас, принятое завтра, влияет на все будущее человека в жизни. Очень круто. А какую музыку ты слушаешь? Мне нравится группа «Аммаж». Знаете такую? Это не эстрадные песни, а как альтернативный вариант с электронной музыкой. Там, у них тексты прекрасные, и вообще аранжировка не обычная эстрадная, особенная. Хиралакиш, а какую музыку ты слушаешь? Ну, мой самый любимый, конечно, Салават Фатхединов, Хания Фарахи. Вот, татарские исполнители. А какой фильм для тебя самый вдохновляющий? «Поймай меня, если сможешь». А почему именно он? Мне очень нравятся аферисты, то есть я люблю, чтобы аферист перехитрил всех, получил приз, и ему за это ничего не было. Я люблю авантюристов. Посоветуй, пожалуйста, фильм, который должен посмотреть каждый человек. «Смешарики» — классный мультсериал, очень философский, честный, классный. Хороший выбор, Рахмет. «Холоп». Ну, это вот любимая комедия российская именно. А зарубежный «Джентльмены», наверное. Классный фильм. Мне очень нравится «Интерстеллар», потому что, знаете, там идет смешение какого-то вот именно теоретических, я потому что сам физик, по образованию, Там идет развитие каких-то очень интересных физических теорий, ну и в целом драматика, вау, классно. А есть ли человек, который тебя вдохновляет? Наверное, это в основном спортсмены, Лионель Месси, футболист, ну и, наверное, Александр Овечкин, А какую музыку ты слушаешь? Музыка.
наверное, я меломан больше. Вот. То есть мне нравится и русский рэп, и какая-то американская попса. Вот. То есть, опять-таки, Kanye West, Оксимирон и так далее и тому подобное. Вот. Какую книгу ты посоветуешь прочитать? Книга. Ну, последнее, что я читал, это Эрих Мария Ремарк. Вот. «Триумфальная арка». Вот. Очень нравится, да. 3 книги, которые должен прочитать человек в своей жизни. Элиф Ба, Теодор Драйзер, вот, трилогия желания. Николас Насим Талеб, «Сапиенс». Кем ты вдохновляешься? Вдохновляюсь больше религиозными деятелями, это пророком и также хазратами, которые достигли успехов, ну, как в этой жизни, которые являются для нас примером, так и вообще являются примерами в поклонении Всевышнему, ну, больше в это, так. Есть какие-то цели на этот год, возможно? Да, я их записал, вот, очень много работать придется, трудиться, потому что этот год такой тоже основной, как я считаю, конец учебы, поступление в магистратуру, также еще много жизненных моментов, которые нужно решить. Аллах верса, да. А для совершения этих целей, возможно, у тебя есть какая-то ролевая модель, какой-то человек, которым ты вдохновляешься? Скорее всего, нет, потому что, не знаю, не могу объяснить, просто нужно делать, и все. Какие книги сейчас читаешь? Сейчас читаю хадисы Ан-Навави. Серьезно. А музыку какую слушаешь? Музыку сейчас в последнее время слушаю редко, но если из музыки это татарская музыка, Альфия Акзамова, Айдар Галимов, Фирдус Ямаев. Ясно. А какой фильм посоветуешь посмотреть? Советую посмотреть фильм «Погоня за счастьем». Почему? Ну, этот фильм, в котором содержится глубокий смысл, там раскрывается сущность людей, о том, что на тебя будет в любом случае давление со стороны окружающих, ну и ты должен идти к своей мечте. Херлакич, скажи, пожалуйста, какую музыку ты слушаешь? Я слушаю довольно-таки разную музыку, но как раз-таки в последнее время меня интересует классическая музыка, например. Вот, мне нравится Бетховен, вот, пока что. Также мне нравится исполнитель Гарри Стайлс, из татарской музыки мне нравится Салават. Вот. Какая самая вдохновляющая книга для тебя? Наверное, это «Алхимик», потому что там рассказывается о том, как человек может достичь своей цели, несмотря ни на что, и как Вселенная вообще может помочь ему. То есть, если ты на самом деле чего-то хочешь, то ты определенно этого добьешься, потому что Вселенная на тебя слышит, и она тебе поможет подняться вверх. Вот. Топ-3 любимых фильма. «Аватар» недавно смотрела, потом «Чарли и шоколадная фабрика», он детский, но я безумно люблю все такое, связанное со сладостями и, в принципе, с добротой. Вот о чем этот фильм? У меня есть не человек, а идеология просто, которая меня вдохновляет. Наверное, стоит отметить, как татарская культура и вообще татарчество, не знаю, влияет на это. Я думаю, для меня как бы вот этот татаризм очень важен, потому что это как бы наша история, там все дела. Но вот когда я сюда пришел, начал сюда ходить, я понял, насколько это важно, насколько вот это вот объединение в плане как национальность, она очень важна. И вот я сам на самом деле начал слушать татарскую музыку, начал кайфовать от нее. Допустим, я стал очень большим фанатом Тагира Якупова, который супер-пупер певец 70-х. Вообще он красава на самом деле. Вот, ну я им восхищаюсь, как бы, реально, может быть, начну петь когда-нибудь, как он. Вот, и я понимаю то, что татарская культура, она играет огромную роль в нашей жизни. Я считаю то, что это место, оно позволяет вот раскрыть эту татарскую культуру и почувствовать себя, по-настоящему дома, как татарину. Ты упомянул музыку, что слушаешь татарскую, а какую еще слушаешь? Кроме татарской музыки, я слушаю просто английскую попсу, какие-то такие милые мелодии на гитаре и все. Татарская. Самое главное, татарские песни уж слушать, да? Тагир Якупов уж, Флёр Сулейманова, самые топовые певцы татарские, Ильхам Шакиров там, вообще самые лютые. Вот. Есть ли книга, которую ты посоветуешь прочитать каждому человеку? В общем, у меня есть книга мемуаров моей бабушки Насиме Галиева «Гумер была барам».
Вроде так она называется, я надеюсь. Вот, и я советую всем ее прочитать. У меня бабушка с просто супер-пупер памятью. Она просто помнит, как она в 5 лет там что-то делала, как она шла одна по лесу в 5 лет там или что такое, не знаю. Там она слышала, как волки воют или что такое. Поэтому я думаю, что как бы никому не помешает прочитать эту супер-пупер крутую книгу. Если кто-то хочет ее как бы приобрести, почитать, то милости прошу, как бы всем порекомендую, всем напишу, все, всем отвечу. Последний фильм, который ты посмотрел? «Остров проклятых», если прям серьезно говорить.